Во время съемки продолжения расследования о коррупции в Кыргызстане у журналистов радио «Свобода» Азаттык отобрали оборудование и разбили дрон. Один из нападавших точно связан с одним из фигурантов расследования, бывшим замглавы таможни Кыргызстана Раимом Матраимовым. Здесь наш оператор делал подсъемки для расследования по Матраимову. Вот отсюда он запускал беспилотник, который у него отобрали. Родственники казахстанцев, обвиненных в пропаганде терроризма, обращаются к действующему президенту Токаеву и Ельбасы Назарбаеву. Они требуют справедливого суда, пересмотра дел своих родных и угрожают голодовкой. Другого выхода я не вижу. Я оставила 5 детей, младший у меня еще грудной. Оставила их больной бабушке. Я вообще сегодня была готова начать голодовку. На выбор президента в Афганистане пришли проголосовать чуть более 20% граждан страны. Тем не менее, выборы объявлены состоявшимися. Те, кто пришли на выборы и проголосовали, наоборот, хотят своим активным участием наделить будущего президента мандатом на проведение мирного процесса с талибами. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Кыргызстане напали на оператора кыргызского бюро «Радио Свобода» Азаттык. Во время съемок одного из эпизодов журналистского расследования Айбека Кулчуманова избили. У него отобрали камеру и штатив. Наши коллеги из Азаттыка готовили материал про бывшего таможенного чиновника, который, по некоторым данным, вывел из страны сотни миллионов долларов. О том, как это было, расскажет Жибек Бегалиева. На оператора кыргызского бюро «Радио Свобода» напали в городе Ош на юге страны, прямо во время съемок. Журналист Азаттыка Дрыс рассказывает, как это было. Здесь наш оператор делал подсъемки для расследования по Матраимову. Вот отсюда он запускал беспилотник, который у него отобрали. Отобрали его вместе с телефоном Айбека, камерой и штативом. Все это видел таксист Орозбек. Он привез Айбека Кулчуманова из аэропорта Аша, куда оператор специально прилетел из столицы. Вот здесь стояла моя машина. Я сидел в ней, когда Айбек вышел, чтобы запустить дрон. В это время кто-то схватил меня сзади. Я спросил, что случилось. Потом он схватил пульт от дрона, и дрон полетел в ту сторону. Пока они дрались за пульт, дрон улетел и упал где-то. Один из двоих парней спортивного телосложения, рассказывает Орозбек, отобрал телефоны. У оператора Айбека Кулчуманова и зачем-то у самого таксиста. В это время к ним подъехал внедорожник. На машине подъехали еще двое. Они начали спрашивать, что мы тут снимаем. Мы были без связи и не могли никому позвонить. Потом мы тут стояли какое-то время, они требовали показать нам видео. Один из них приказал мне открыть машину и забрал оттуда камеру и все, что там было. Дрон нападавшие так и не нашли. Позже они пообещали отдать всю отобранную технику в обмен на дрон. Это видео с камеры наблюдения одного из кафе неподалеку. В тот же день оператор Азаттыка заявил в милицию, что его избили и ограбили. После обследования местные врачи сообщили, что у Айбека травмирована спина. Следственная служба продолжает мероприятия, вызываются свидетели и те, кто живет по соседству. Сейчас видеоаппаратура, которая принадлежит радио Азаттык, находится в городской следственной службе. Она будет храниться как доказательство. Если запись сохранилась, она будет изыматься и проходить экспертизу в присутствии адвоката и владельца аппаратуры. По закону техника будет храниться у нас до решения суда. Однако потом выяснилось, что на самого оператора Кулчуманова тоже написали 2 заявления. Первое о том, что якобы дрон с камерой упал на голову одному из местных жителей. Второе о том, что журналисты якобы снимали частную собственность без разрешения. В соцсетях пишут, что оператор зашел во двор Раимбека Матраимова, чтобы найти беспилотник. Посмотрите, как отсюда можно зайти. Забор как минимум 3-метровой высоты. Везде камеры. Тут не то, что человек, мышь не проскочит. В город Ош Айбек приехал снимать один из эпизодов продолжения громкого расследования про состояние бывшего замглавы кыргызской таможни Раимбека Матраимова. По слухам одного из самых богатых людей страны. Разве как-то возможно попасть внутрь? Вот камера, вон камера, вот тут еще одна камера. Где еще? Короче, это место просто напичкано камерами. Но на этот раз журналистам был интересен не сам дом, который огражден сразу несколькими высоченными заборами. Айбек Кулчуманов снимал прилегающие к огромному особняку территории. По данным наших коллег из радио Азаттык, Раим Матраимов захватил часть территории детского образовательного центра и участок дороги, которая ведет к зданию одного из подразделений мэрии. Заявление по этой ситуации сейчас сделали медиаорганизации и эксперты. Однако сам Раим Матраимов или его близкие эту историю пока никак не комментируют. Каждый гражданин имеет право на свободный доступ к информации. И чем больше разной информации распространяется среди граждан, тем больше у населения принять объективное решение. Безопасность журналистов и борьба с безнаказанностью тех, кто нападает на них, имеют принципиальное значение для
свободы слова в стране. В правительстве тем временем тоже сделали неожиданное заявление. В пресс-релизе указано, в Кабмине надеется, что инцидент с журналистами – обычная бытовая стычка. Один из депутатов парламента тем временем и вовсе заявил, что журналисты, которые поднимают шум вокруг этой темы, должны понести ответственность. Чебек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан. Медиаэксперт Гульнура Туралиева надеется, что президент, правительство и правоохранительные органы возьмут нападение на журналиста Азатыка под личный контроль и не спустят это дело на тормозах. Я надеюсь, что сегодняшняя реакция депутатов, реакция медиасообщества на нападение журналиста Ваше будет услышана, и МВД, правительство, президент не оставят это дело и не спустят на тормозах, что возьмут это дело под личный контроль. И учитывая, конечно, последние тенденции, когда люди, на которых нападают сторонники или знакомые, друзья, родственники Матрымова, говорят о том, что они сами в себя стреляют, становится очень страшно жить в этой стране. Видимо, очень много можно купить в этой стране или запугать. Но зная позицию Азатык, я думаю, со стороны Азатык не будет никаких согласительных позиций, каких-то сговора какого-то, да, договоров мировых и так далее. Поэтому я думаю, что дело будет доведено до конца, и мы будем этого требовать от правоохранительных органов. Гульнура Туралиева также считает, что если нападавшие на оператора Азатыка не понесут наказание, то власти и правоохранительные органы потеряют доверие журналистов и общественности. Безнаказанность чревата тем, что мы, журналисты, не сможем выполнять свои обязанности. Мы не можем информировать население об общественно важных вопросах. То, что делал журналист Азатык Ваше, относится к вопросам особой важности, особого общественного интереса. И мы все будем наблюдать за этим делом, потому что, как вы знаете, само государство, закон охраняет журналистов при исполнении их профессиональных обязанностей. И любая безнаказанность здесь, конечно, будет чревата разгулом дальнейшего беспредела, потерей доверия к власти, потерей доверия к правоохранительным органам, а также потерей доверия со стороны СМИ вообще к властным структурам. Ни о каком диалоге дальнейшем речи быть не может. И другим темам глава Ферганской области Узбекистана объявил войну бородам и хиджабам. Шухрат Ганиев на совещании поручил своим подчиненным начать соответствующую кампанию. Звукозапись совещания, на котором Хаким говорит об этом, оказалась в распоряжении узбекской службы радио «Свобода Озодлик». Ганиев в ультимативной форме сказал чиновникам, что если он увидит на собраниях женщин в мусульманском платке, и будь они хоть председателем махалле, учительницами, предпринимательницами или депутатами, он, цитата, просто возьмет и засунет его в рот Хакимом. Глава области даже озвучил цифры о количестве человек, которые носят бороды и платки. 386 человек – это мерзавцы с бородой. Проведенные исследования показывают, что больше всего неухоженные бороды носят жители Коканда, Ферганы и Маргилана, а также Бувайдинского и Ферганского районов. Кроме того, выявлена 851 женщина, которые носят платки и хиджаб, не следуя культуре одевания. С ними были проведены разъяснительные работы, позже 300 из них сменили свой внешний вид. Когда запись широко разошлась в интернете, администрация Ферганской области дала свой комментарий. Там отметили, что слова Шухрата Ганиева были вырваны из контекста, неверно интерпретированы. В действительности же глава Ферганской области якобы говорил о неприглядном внешнем виде граждан, которые отпускают бороды, но не ухаживают за ними. Внешний вид каждого гражданина – это одна из сторон, по которым иностранные гости будут судить о нашей стране, заявили в администрации. 8 человек, которых осудили за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни, объявили голодовку в СИЗО Алматы. Об этом сегодня сообщили их родные. Они собрались в городском суде и озвучили официальное обращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву. По словам родственников заключенных, суд над их близкими был несправедливым, а вина не доказана следствием. Шалпан Разбекова с подробностями.
Мужей и сыновей этих женщин в минувшем августе приговорили к разным тюремным срокам. Их обвинили в пропаганде терроризма и разжигании розни. Началось все после того, как мужчины создали групповой чат в WhatsApp. Участники в переписке цитировали суры и хадисы из Корана. Спецслужбы увидели в этом онлайн-общении признаки причастности к радикальному течению. Родные же осужденных утверждают обратное. Они хотели предостеречь народ от ошибочных понятий об исламе. Там наоборот, терроризма, там пишет, не ошибитесь, против правителя нельзя выходить, шариатом запрещено. Это не он пишет, слова великих ученых, которые признаны всем миром, понимаете? Она ему дает, вырывает оттуда не то что контекст, вырывает строчки, вот, незаконченное предложение, и дает им пропаганду терроризма. За это ему дают срок 8 лет. Сегодня женщины собрались в здании городского суда и озвучили свои требования к бывшему и действующему президенту Казахстана. Место сбора выбрано не случайно. Именно в этом здании пройдет апелляционный суд по вынесенному приговору первой инстанции. Собравшиеся просят представителей власти обратить внимание на их родных, которые сейчас находятся в СИЗО Алматы. Ребята, сегодняшнего дня объявили голодовку. Мы ждем, если их не требуем в течение 10 дней, не исполнят, не выйдут на диалог к ним, то мы тоже выходим на голодовку. Голодовка не поможет, выйдем на еще другие меры. Может, только так нас услышат. Кроме этого, родственники требуют гарантии справедливого рассмотрения апелляционной жалобы. После первого суда женщины слабо верят в объективность судебной системы. Другого выхода я не вижу. Я оставила 5 детей, младший у меня еще грудной. Оставила их больной бабушке. Я вообще сегодня была готова начать голодовку. Мы требуем, пусть за апелляционным судом следит комиссия, потому что очень много нарушений во время суда было. В Комитете уголовно-исполнительной системы отмечают, что о происходящем в СИЗО Алматы знают. Говорят, в самое ближайшее время примут необходимые меры. Сегодня во время обеда 8 осужденных за преступления, связанные с террористической и религиозно-экстремистской деятельностью, отказались от приема пищи. В настоящее время указанные лица находятся в суде. По прибытии в СИЗО с ними будет проведена профилактическая беседа. Эта ситуация взята на контроль руководством комитета УИС. В августе этого года 8 из 9 обвиняемых были приговорены к длительным срокам тюрьмы за пропаганду терроризма и разжигание розни. Сейчас они ждут апелляционного суда. Дело 9-го обвиняемого будет рассматриваться отдельно из-за сердечного заболевания. Он находится на лечении. Все участники злополучного WhatsApp-чата вину не признают и требуют оправдания. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. В Алматы состоялся суд над активистом Булатом Имашевым. Его задержали накануне во время акции против китайской экспансии, которая прошла по всему Казахстану в минувшее воскресенье. Правда, судили Имашева почему-то за неподчинение сотрудникам полиции на так и не состоявшемся митинге 21 сентября. Сам активист рассказал, что его действительно также задерживали и 21 числа. Его продержали некоторое время в районной полиции и отпустили. В тот день Имашев каких-либо протоколов не подписывал. Этот протокол сотрудниками был составлен только вчера. Несмотря на то, что прокурор просил приговорить Имашева к 5 суткам административного ареста, судья вынес только предупреждение. Стоит отметить, согласно законодательству Казахстана, следующее задержание Имашева на акциях протеста теперь может повлечь административный арест сроком от 5 до 15 суток. Вчера задержали и продержали в РОВД где-то 2 часа. Правда, отпустили. Как я понял, они не стали со мной спорить или затягивать время, потому что я знаю свои права, знаю Конституцию. Только предъявляют они мне неподчинение сотрудникам полиции 21 сентября во время несостоявшегося митинга. А сегодня уже 30-е. 21-го меня тоже задерживали, но я тогда не подписал ни одного опросника и протокола. Они меня отпустили. Казахстанский арысь, который пострадал от взрывов боеприпасов, полностью восстановлен. Во всех 17 секторах завершены ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщает администрация города. В результате взрывов было повреждено 7634 дома, из них более 500 оказались непригодными для проживания. Заново отстроено 3 многоэтажных дома. Сейчас там ведется внутренняя отделка. Всего в работах приняли участие около 3000 человек. Сроки восстановления города переносились несколько раз. Многие жители города жаловались на низкое качество ремонта домов и отказывались в них возвращаться. Изначально власти обещали завершить работы до 1 августа. Я напомню, склады с боеприпасами в Арысе взорвались 24 июня. Тогда погибли 2 человека, десятки были госпитализированы. Смотрите далее в нашей программе.
На выборы президента в Афганистане пришли проголосовать чуть более 20% граждан страны. Тем не менее, выборы объявлены состоявшимися. Те, кто пришли на выборы и проголосовали, наоборот, хотят своим активным участием наделить будущего президента мандатом на проведение мирного процесса с талибами. Мы продолжаем программу. За 2 десятилетия от свободы слова до жесткой цензуры, закрытия властями неугодных информагентств и блокировки новостных сайтов. Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана «Нансмит» отмечает 20-летний юбилей с начала деятельности. Организация занимается мониторингом соблюдения свободы слова в стране, правовой поддержкой и защитой журналистов. Юбилей – повод встретиться и обсудить насущные проблемы. На встречу независимых журналистов Таджикистана побывал Анушервон Арипов. Иршот Сулаймони – главный редактор одного из самых популярных некогда местных информагентств «Озодагон». Под давлением властей оно было закрыто в 2018 году. В «Озодагон» открыто и беспристрастно писали обо всех проблемах в стране, в частности, о политике и коррупции во власти. Даже после закрытия журналистов, работавших в этом СМИ, вызывали на допросы и оказывали на них всяческое давление, говорит Иршот Сулаймони. Некоторые бывшие работники даже были вынуждены покинуть страну. По словам редактора, такая же судьба постигла и другие информагентства, которые не пошли на уступки власти. Те местные независимые СМИ, которые закрылись под давлением властей в последние пару лет, поднимали самые злободневные политические и экономические вопросы, глобальные и локальные. Когда их прикрыли, те, кто остались, перестали затрагивать эти вопросы. Но то, что об этом не говорят, не значит, что эти проблемы исчезли. Они накапливаются в обществе, и такое отношение, давление, цензура, ликвидация медиа не принесло пользу никому, ни власти, ни людям. Давление на независимые средства массовой информации особенно сильно ощущается в последние годы, говорят участники юбилейной встречи Ассоциации независимых журналистов. Кого не закрыли, ввели жесткую самоцензуру. Публикации журналистов стали не такими острыми, как были раньше. Кому-то и это не помогло. Больше всего на данный момент, и это актуальная проблема, это незаконные блокировки интернет-сайтов со стороны уполномоченных органов. Эта проблема касается не только Азия+, но и Авеста, и другие информационные ресурсы, которые предоставляют альтернативную информацию для населения Таджикистана. Актуальные проблемы независимых СМИ можно перечислять долго, говорят специалисты, от безопасности журналистов до доступа к информации. Согласно таджикским законам, госучреждения и чиновники обязаны давать ответы журналистам в 30-дневный срок. За это время любая информация теряет актуальность. Но даже если журналист готов ждать, ведомства часто игнорируют запросы, тем самым нарушая закон. Есть несколько причин, по которым журналисты не обращаются к юристам, когда власти игнорируют закон, по которому обязаны дать ответ на запрос в течение 30 дней. Главное в том, что журналисты просто не верят в судебную систему страны. Также у журналистов нет времени добиваться правды и наказания чиновников, игнорирующих их, ведь такие процессы могут тянуться годами. Хотя чиновнику за игнорирование запроса журналиста по закону грозит уголовное наказание, хотя до сих пор ни одного подобного случая не зарегистрировано. Давление, цензура, проблемы с доступом к информации, как ни странно, имеют и положительные стороны, говорят эксперты. Чем больше власти блокируют, мешают работать и оказывают давление, тем сильнее люди верят независимым журналистам. Как следствие, падает уровень доверия к власти. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. В минувшую субботу в Афганистане прошли 4-е с 2001 года президентские выборы. Как и в 2014 году, фаворитом президентской гонки стали действующий глава государства Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла. Единственным отличием нынешнего голосования, пожалуй, стала довольно низкая явка избирателей. По мнению экспертов, это свидетельствует о надвигающемся кризисе легитимности власти в Афганистане, рассказывает Сергей Хершвельд. Главной причиной низкой явки избирателей можно назвать угрозой экстремистской группировки «Талибан», которая объявила, что не позволит состояться этим выборам. Ранее талибы призвали афганцев вовсе не идти на избирательные участки. Несмотря на обещание властей принять беспрецедентные меры безопасности, голосовать пришли около 20% из более чем 9 миллионов избирателей Афганистана. Тем не менее, это не помешало руководству независимой избирательной комиссии назвать выборы самыми успешными за последние 20 лет.
Ситуация в избирательных центрах была намного лучше, чем мы ожидали. Многих настораживал вопрос безопасности. Однако, несмотря на это, 98% избирательных участков открылись и работали. На нынешних выборах, как и в 2014-м, было зафиксировано множество нарушений. В комиссию по жалобам поступило более 2000 сообщений, в основном с участков в Кабуле. Большинство из них были связаны с ошибками в списках избирателей. Наблюдатели жаловались на некомпетентность сотрудников на участках, а также на частые сбои в работе биометрических приборов. По задумке, они как раз должны были препятствовать фальсификации голосования. Оппозиционный фаворит Абдулла сегодня потребовал от независимой избирательной комиссии воздержаться от подсчета голосов избирателей, не идентифицированных биометрическими приборами. Голоса, отданные в обход биометрических приборов, недействительны ни при каких условиях. Это компетенция независимой избирательной комиссии, и мы будем следить за ее работой. За последние 2 дня мы были заняты анализом результатов голосования, поступивших из регионов страны. Мы пришли к результату, что мы набрали много голосов. Если в последующие дни будут выявлены и аннулированы сфальсифицированные данные, то количество наших голосов возрастет. В нынешней ситуации второго тура выборов не будет. В свою очередь, к этому моменту действующий президент Ашраф Гани никак не отреагировал на заявление своего оппонента. Накануне он лишь поблагодарил граждан Афганистана за участие в выборах. Благодаря вашей отзывчивости и участию на выборах наша демократия еще более укрепилась. Хочу отметить отвагу наших силовых структур и поблагодарить их за работу по обеспечению безопасности выборов. Они доказали, что являются настоящими защитниками верховенства закона. Также хочу поблагодарить независимую избирательную комиссию за улучшение качества голосования и техническое обеспечение выборов. Результаты президентских выборов в Афганистане будут объявлены 19 октября. По закону, если никто из кандидатов не получит больше половины голосов, в ноябре будет проведен второй тур с участиями 2 ведущих претендентов. Помимо угроз талибов низкую явку избирателей, эксперты связывают со скептическим отношением афганцев к нынешним выборам. Некоторая часть общества просто не верит, что политическая элита пойдет на компромисс с талибами и сможет изменить ситуацию. Народ Афганистана устал от войны. Народ хочет продолжения мирного процесса, а нынешние выборы, они отчасти препятствуют этому. Талибы были против них, а те, кто пришли на выборы и проголосовали, наоборот, хотят своим активным участием наделить будущего президента мандатом на проведение мирного процесса с талибами. Люди устали от хаоса войны. Тем временем количество фиксированных нарушений на избирательных участках настораживает наблюдателей. Несмотря на это, избирком делает слишком оптимистичные заявления. Эксперты считают, что в случае предвзятости независимой избирательной комиссии политического кризиса не миновать. Скандалы во время предвыборной кампании, как и нынешние обвинения властей в нарушениях, связаны с активным использованием провластными кандидатами административного ресурса. Независимая избирательная комиссия в период предвыборной кампании по мере возможностей старалась фиксировать эти нарушения и пресекать их. Однако, как она будет вести себя при подсчете голосов, вопрос остается открытым. Если будут фальсификации, то очередного политического кризиса не избежать. Сегодня на нашем канале очередная серия проекта «Азия-360». Автор программы Адилет Бектурсунов расскажет об отдаленном кыргызстанском поселке. Зимой в этот населенный пункт практически не попасть. В поселке Джазагечу на юге Кыргызстана люди до сих пор живут без электричества. Туда можно попасть, только преодолев горный перевал, который зимой заметается снегом. Люди в поселке живут несколько месяцев в полной изоляции от мира. Я напомню, проект «Азия-360» вы сможете посмотреть сегодня на нашем канале в 22:30 по времени Бишкека и Нур-Султана и в 19:30 по московскому и киевскому времени. Не пропустите. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго. Если не предпринять меры, удмуртский язык исчезнет. Он хотел показать протест против действующей власти.
Он был очень жизнелюбивый человек и уж как раз антисуицидник. Вот здесь он сидел. Да, никто не ожидал, что он такой способен как закончить. Вот это был как бы его такой следующий шаг в борьбе за сохранение нашей удмуртской культуры и сохранение языка. В Штатах в живой журнал ЖЖ писали в основном тинейджеры. В Штатах посты в живом журнале напоминали писанину ребенка. В России ЖЖ стал главной площадкой для размышлений о судьбах Отечества. Мы, конечно, были поражены феномену живого журнала. ЖЖ стал платформой, на которой формировалось гражданское общество. Я родился в ЖЖ, вырос в ЖЖ, моя юность прошла в ЖЖ, прям политическая.